Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе на форуме Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Проект «Территория женского счастья» необычный для Башкортостана и для всей России в целом. Основная его задача – создать в регионе сообщество для социальной, деловой и творческой самореализации женщин. За 2 года команда проекта организовала открытые разносторонние площадки в 14 городах и районах Башкортостана. 20 и 21 мая 2021 года форум «Территория женского счастья» прошел в Уфе. Среди участниц – представительницы многих районов Республики Башкортостан. Были и другие гости – Оксана Пушкина, Арина Шарапова, Валентина Паевская и Нюта Федермессер. На церемонии открытия форума и глава Башкортостана Ради Хабиров. Здесь очень много гостей из других регионов, из Москвы, все прибыли, да, и восхищаются идеей, которая несет в себе заряд такой, знаете, уверенности в себе для женщин. Здравствуйте. Ради Фрич, а вы нашли время опять же? Вроде бы, казалось бы, женское счастье. Ну и что? Там, когда есть женское счастье, тогда есть и мужское. Счастье, оно вообще, наверное, только женское должно быть. Спасибо. Карина Владимировна, проект очень большой, наращивает масштабы, я сказала бы. Сегодня очень много гостей. Особая будет территория женского счастья? Ну, вы знаете, для нас особо волнительно, потому что это проходит в столице нашей республики, в первую очередь. А во-вторых, пришло огромное количество женщин, которые много чего видели, много чего знают, и мы постарались сделать площадки интересными для них. Для нас это тоже первый опыт, мы волнуемся, также переживаем, но надеемся, что и у всех гостей, кто приехал сегодня, и у нас все получится. Ну, мы следим за территорией женского счастья, я и как женщина, ну и как человек, который работает в администрации главы, потому что интересно. С каждым разом она другая. Она ярче, интереснее. Но вот вы сказали столица, а с другой стороны, ведь вы отрабатываете на 100% и в регионах. Вам не важно, где работать? На сельской площадке или в городе? На самом деле в районах даже хочется, что ли, больше вложить больше вложить всего, потому что там больше поле деятельности. Людям больше всего интересно. Вот что хочу сказать, что запрос от людей очень разнообразный. Поэтому хочется вкладывать. Ну и вас тоже приглашаем посетить все площадки. Может быть, вы для себя тоже найдете что-то интересное. Спасибо. Спасибо. Вспомни свое детство, чтобы согреться в будничной суете. Остается на века в маленьком сердце. Ради Фрич, сейчас вот буквально несколько минут, и вы выйдете на площадку территории женского счастья. Там уже начинается мероприятие, мы слышим. Я, знаете, как у женщины вопрос относительно тех мер, которые в Республике Башкортостан предпринимаются для того, чтобы женщина была и счастливой, и здоровой, и востребованной. Вот что дальше, куда мы двигаемся? Вы знаете, женщина, наверное, все-таки вот волнует, ну, вот если убрать какие-то там эпические вещи, да, а женщин все-таки волнует состояние социальной сферы нашей республики, потому что женщина – это, как правило, жена, это, как правило, мама, бабушка, и поэтому их очень волнует возможности спокойно растить своих детей и жить в нормальных, красивых городах, селах. Поэтому вот это очень важно. Здесь я твердо могу сказать, что, собственно, одно из самых наших главных направлений – это развитие социальной сферы. Это, если назвать очень простым языком, это украшение наших городов, чтобы города были чистыми, аккуратными, чтобы дворы были красивыми, скверы, парки, где могли погулять. Обязательно, конечно, это развитие системы здравоохранения, потому что это, наверное, одно из самых важных, чтобы в случае, если человек заболел, мог получить квалифицированную помощь, чтобы дети могли получить квалифицированную помощь. Поэтому это строительство и больших объектов. Вот просто каждый раз я об этом говорю. Вот Центр онкологии, гематологии нашей республики, республиканский, детский, он нам очень нужен. Вот в этом году точно мы его начнем строить. Мы получили федеральное финансирование, так что здесь все хорошо. Система образования, детские садики, школы. Мы вот в прошлом году поставили такой своеобразный рекорд. Мы 25 детских садиков построили за 1 год. Поэтому это тоже, сразу говорю, что этого пока не хватает, но вот такими темпами, которыми мы идем, такую потребность, по крайней мере, мы ее так вот
какое-то нормальное состояние приведем. Социальная сфера, прежде всего социальная сфера, а потом все другое. Ну и, конечно, для каждой женщины, ну как и для каждого человека, важен материальный достаток в семье. А это что? Это хорошая заработная плата. Это, опять же, соответственно, это уже макроэкономические вещи, развитие, это инвестиции и прочее, прочее, прочее. Спасибо. Дорогие друзья, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии Академии женского счастья. Это открытая Ильич, ну а вы-то сами чего ждете от территории женского счастья? Вот вы сейчас пойдете на площадку, как думаете, какой будет? Вот интересно ваше мнение? Ну, я жду. Для меня важно, чтобы здесь каждая женщина получила что-то полезное для себя, почувствовала женщину, которую себя любит, уважает, нашла какие-то дополнительные навыки, что ли, дополнительные знания. Вот это вот очень важно. А вы внимательный муж? Я стараюсь таким быть. Наверное, не всегда это получается. Спасибо. А затем города, округа, страны, материка. Всего человечества. Вот над этим мы и будем работать активно в течение 2 ближайших дней. Программа Академии обширна, огромное количество лекций, занятий, гостей. Ну а сейчас хотим передать слово автору проекта, человеку, который вдохновил целое движение и собрал всех здесь. Встречайте Карине Владимировна Хабирова. Дорогие женщины, я сегодня очень-очень рада находиться здесь вместе с вами. Хочется сначала поблагодарить всех, кто все эти 2 года вместе с нами, кто помогает нам осуществлять этот проект, кто дарит эти улыбки, эти новые эмоции и впечатления женщинам наших районов. И не только районов теперь. Почему проект настолько разнообразен и имеет различные территории? Потому что женщина может реализоваться в любой сфере, в любой области. И нас на эту мысль навели прежде всего Валентина Ивановна Матвиенко, когда впервые создала Евразийский форум женский, где рассказывалось о роли женщины и вообще говорилось о том, что женщина, она может в любой сфере быть важной, нужной, полезной и делать огромную работу, которая направлена на то, чтобы развивать и свою семью, и свой город, и даже страну. Также этот проект возник еще после того, как нас посетила Оксана Викторовна Пушкина, с которой мы пообщались очень долго на тему вообще женских сообществ. Потому что в Башкортостане огромное количество женских сообществ, но не было площадки, на которой они могут все встретиться и все поделиться тем, что они умеют, и научить этому других. И их могли бы увидеть люди, которые в этом нуждаются. Поэтому сегодня мы продолжаем. И я хочу пожелать вам всем, чтобы сегодня вы наполнились вот этим счастьем, ощущением счастья внутри, которое вы выйдете и будете дарить всем окружающим. Счастья вам, дорогие женщины! Спасибо большое, Карине Владимировна. Хотя бы за то, что вы собрали столько красивых женщин в одном зале. Спасибо. Именно теперь мы хотели бы передать слово человеку, без которого реализация открытой академии также была бы невозможной. На сцене глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Здравствуйте, Ради Фаритович. Признаюсь, с опаской вхожу в этот зал. Добрый день, дорогие наши милые, родные женщины. Вы знаете, не помню, чтобы зал вмещал столько много прекрасных, очаровательных женщин. И вообще, вы знаете, вот после тяжелейшего для нас всех, для нашей страны, для нашей республики пандемийного года начинать работу здесь, таким составом, на территории женского счастья, это, наверное, правильно и справедливо. Это наша победа в некотором смысле. Поэтому я вас всех поздравляю с территорией счастья.
долго думал, говорить это, не говорить, но все-таки скажу. Меня очень легко сейчас, конечно, обвинить в необъективности, потому что идея проекта принадлежит моей супруге, но я хочу сегодня вот с этой сцены поблагодарить команду «Территория счастья» за то, что они придумали такой замечательный проект и его реализуют. Потому что каждый раз, где я только не был, не разговаривал, такие позитивные, такие хорошие отзывы. Поэтому команде замечательной, огромное спасибо. Очень надеюсь, что они в течение вот следующего и этого года объездят все районы, потому что главы у меня спрашивают, а когда приедет команда «Территория счастья». Милые, дорогие женщины, конечно, знаете, искренне желаю вам счастья, раз сегодня разговор идет о счастье. Поэтому наша задача, мужчин, вот я вот сегодня это говорю, я не прописал это в своем известном указе, когда брал на себя обещание во время инаугурации, но как-то надо оформить его, что территория Башкортостана вся должна стать территорией женского счастья. Спасибо. Спасибо большое, Ради Фаридович, за теплые слова и за то, что оберегаете территорию женского счастья в Башкортостане. Спасибо. Ну а сейчас на сцене вокальная студия детско-юношеского телеканала «Тамыр». Шәл суқтарын кирпә ақайын Өйләй хамар шулай әсәйемнең Ойламаңлы булган әр сағым. Как уже было сказано, уважаемые гости, вдохновением для организации Открытой Академии в Уфе стал ежегодный Евразийский женский форум. Позвольте прямо сейчас под ваши несмолкающие аплодисменты пригласить на сцену председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Салаватовну Гумерову, нашу с вами землячку. Лилия Салаватовна, здравствуйте. Лилия Салаватовна всегда поддерживает наши проекты, выезжает с нами в города и районы Республики Башкортостан. Хайрлы күн, хөрмәтле достар, добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие подруги. Позвольте мне передать самые теплые слова приветствия от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Буквально вчера поздно вечером состоялся наш разговор. Она благословляет территорию женского счастья и считает, что наш проект состоялся. Я хотела бы сказать огромное спасибо Карину Владимировне за смелость, потому что требовалось определенное мужество создать команду, поверить и дарить счастье. И мне кажется, сегодня будет уместным, если я прочитаю буквально несколько строк, которые я тогда очень волновалась. Мы на одном из первых проектов, это было в Стерлитамаке, и как-то женщины поверили в эти строки, и они сопровождают нас уже проект за проектом. Здравствуй, счастье. Я к тебе с вещами. Да, я знаю, слишком долго шла. Среди стольких жизненных скитаний наконец-то я тебя нашла. Столько раз маршрутом ошибалась, не по той тропе держала путь. Но ты знаешь, счастье не сломалось. Сердце невозможно обмануть. Были за спиною кривотолки, но мне это горе не беда. Здравствуй, счастье. Я к тебе с вещами. Может быть, останусь навсегда. Спасибо большое, Лилия Салаватовна. Я думаю, что вы зарядили всех наших женщин быть счастливыми. Открытая Академия «Территория женского счастья» только начинает свою работу. Но уже по площадкам. Мы желаем всем хорошего, плодотворного дня. Обязательно увидимся. Владимир Федорович, все-таки наша программа «Республика Лайф» уникальная, потому что когда бы у меня была еще возможность спросить у главы региона, а видит ли он женскую красоту, замечаете ли вы, как, во что одеты женщины, как они выглядят? Конечно, я же нормальный человек, и нормальный мужчина, и, конечно, я это все вижу. Я вижу, когда женщина счастлива, когда женщина расстроена, когда она... Отмечу, когда женщина красиво одета, разумеется.
А вы комплименты умеете делать? Не мне судить, умею, не умею. Но вот я сам считаю, что не очень. То есть вы скуповаты на слова нежные? Ну, наверное, да. А почему? Я над этим работаю. Я живу по принципу, мужчина все-таки должен больше делать, чем говорить. Поэтому вот лучше, мне кажется, самое лучшее действие, когда мужчина доказывает свою нежность и любовь действиями. А вы можете попросить прощения? Конечно. Конечно, если я что-то обидел или я... Бывает трудно просить, но я всегда прошу прощения. Это очень важно. Каждому уметь, и это очень важно. Спасибо. В плотном графике главы Башкортостана Ради Хабирова в тот день, 20 мая, было несколько мероприятий. Но ближе к вечеру руководитель региона снова вернулся на территорию женского счастья и принял участие в одном из круглых столов форума. Дорогие друзья, сегодня в этом зале собрались представительницы всех ветвей власти, звезды спорта, общественные деятели. И все мы принимаем участие в прекрасной площадке с потрясающим названием «Счастье в тебе» в рамках Всероссийской открытой академии территории женского счастья. Замечу, что нет-нет, здесь мелькают и мужчины тоже. Ну а мы в прямом эфире канала БСТ. Нас на круглом столе мало, но мы, что называется, стараемся брать качеством. Прямо сейчас на круглом столе «Счастье в тебе» глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Ради Фаритович, добрый день, здравствуйте. Согласитесь, гораздо приятнее работать, когда вокруг столько красивых женщин. Конечно, конечно. Это и мешает в некотором смысле, но комфортнее. Согласен. Много ли, на ваш взгляд, в республике инициативных, ярких, сильных, волевых женщин? Как бы вы ответили на этот вопрос? Конечно, в республике очень много активных женщин. Вот вы здесь видите, здесь сколько их присутствует. Вы, наверное, видите активность женщин и на государственном уровне. У нас довольно много руководителей женщин. Вот Лилия Салаватовна рядом, например, сидит, председатель комитета Совета Федерации. У нас появилось 2 женщины-руководители муниципалитетов. Это Гузель Раисовна, Яглинский район, и Зухра Мулитбаевна. Вот Кигинский район. Знаете, я когда принимал решение, я понимал, что точно всегда на женщину можно положиться, как на всегда очень, знаете, очень ответственного, скрупулезного, такого хорошо организованного работника. Это вот действительно здесь женщин, наверное, мужчинам фору дают. Я вот Зухра Мулитбаевна уже очень популярной стала у нас руководитель на северо-востоке нашей республики. Очень ее любят, мы это знаем, мы очень приятно слышать теплые отзывы. Гузель Раисовна начинает свою работу в качестве главы. Но сразу хочу сказать, что я думаю, что такая практика у нас будет продолжаться. Знаете, я уж давно в политике, да? И у меня различный опыт есть. Но точно могу сказать, что с женщинами договориться всегда сложнее. Большое спасибо. По поводу того, что Открытая академия стала всероссийским проектом. Вы посещали некоторые открытые академии, в частности, вы были в Ишимбае. Я знаю, что вы узнаете, как все проходит, какие чаяния у женщин Республики Башкортостан. Насколько, на ваш взгляд, вот этот проект реально важен для женщин, для мужчин Башкортостана? Какие итоги уже можно вот через более чем 1,5 года подвести, ваши личные? Пришли очень активные женщины. Ведь не всегда можно вот так пообщаться вживую с Оксаной Пушкиной, с Ариной Шараповной, с нашими дорогими гостями. Это тоже очень интересно. Это тоже... У нас сегодня Алена Яковлевна вот присутствует. И это очень интересно пообщаться с такими людьми, которые добились успеха и обладают какими-то знаниями. И некий пример такой для нашей жизни. Здесь каждая женщина может найти себе что-то полезное. Спасибо большое вам, Ради Фаритович. Спасибо за то, что нашли время, посетили наш круглый стол. Близится к завершению наше общение, такое местами плавное, местами горячее. И разные точки зрения мы сегодня услышали, разные идеи были озвучены. Наверное, пора к каким-то выводам нам уже приходить. Да, Арин? Карине Владимировна, все-таки личное счастье, неважно, женское или мужское, это вопрос внутреннего состояния, либо все-таки зависит от качества жизни, окружающего мира. Что это? Вы знаете, вот я сегодня сидела, тоже всех слушала, для меня тоже было много нового, чего я сегодня услышала для себя на нашем форуме, на нашей открытой академии, на разных площадках. Ты можешь чем-то поделиться своим,
чем ты уже наполнился, ты можешь делиться. Наверное, вот для меня вот это счастье. Здесь важно то, что человек понял, что счастье должно быть прежде всего в себе. Карина, тогда получается, что счастье — это все-таки работа над собой. Я считаю, что так, и я тоже в жизни была в различных ситуациях, и когда у меня тоже было время, что я думала, вот какая я несчастная, и как все плохо было вокруг, но почему нужна еще вот наша, так скажем, открытая академия «Территория женского счастья», чтобы женщина пришла, чтобы кто-то показал, кто-то дал какую-то наводку, как нужно мыслить, в каком направлении и как поменять. То есть я ощутила это на себе тоже, когда у меня была такая ситуация. Были люди и ситуации, которые мне помогли выйти из этого. Спасибо большое, Карина Владимировна. Спасибо. Ради Фаридович, вы только что в прямом эфире говорили вещи, которые можно отнести к манифесту, я скажу так, для женщин. Мы смотрели глазами женщин и вот понимали, что это же хорошо, когда есть возможность себя реализовать. Конечно, совершенно точно, что роль женщины в общественной жизни, политической, социальной жизни становится все активнее и активнее. Это факт, его ни в коем случае нельзя отрицать, и это надо понять, и к этому очень хорошо относиться. Я говорю, много появляется женщин общественных деятелей, появляется женщин-депутатов, появляется просто женщин неформальных лидеров. Вот простой пример, я с глубоким таким уважением отношусь к такому институту, как Управдом, и как старший домов. Очень много женщин. Потому что, им не все равно? Им не все равно, потому что им хочется, чтобы их подъезд был отремонтирован. Но учитывая то обстоятельство, что женщины всегда более ответственны, они все-таки историю умеют лучше мужчин дожимать и доводить до логического завершения. Поэтому этот факт очень хороший. И вот особенно то, что касается общественной сферы, появилось, я говорю, много некоммерческих организаций, где женщины просто не ради какого-то своего продвижения, не ради зарабатывания денег, а просто помогают тем, кому это больше нужно. Вот то, что я проводил и пожилым людям, и инвалидам, и детям маленьким, и детям, семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Это вот они выполняют, к сожалению, эту работу, наверное, мы должны были, государство, я имею в виду, выполнять. Вот где мы там не справляемся, там нам помогают вот такие общественные структуры. А вот в обычной жизни мужчине вы сказали, он принял, крякнул внутри, а женщине вы можете сказать, а вдруг она обидится или там не так отреагирует. Вам как проще? Смотрите, вот в государственной службе нету понятия обиделся, не обиделся. Это довольно, как я скажу, я не скажу, что военизированное, но приказы не обсуждаются, они исполняются. Это на то и управленческая деятельность называется служба, государственная служба, просто на государственная, гражданская государственная служба. Спасибо. Сегодня Карина Владимировна отмечали, сейчас шел прямой эфир, мои коллеги спрашивают управление по социальной коммуникации, ваше уже управление, а где Карина Владимировна? Карина Владимировна на других площадках, потому что площадок много, она не с вами там рядышком, потому что она самостоятельный политик уже, я бы сказала, общественный деятель. Я знаю, что вы сначала не очень принимали эту позицию. Я и сейчас ее не принимаю, она никакой не... я не хочу, чтобы она была каким-то лидером, каким-то общественным политиком или политиком. Она делает то, что ей нравится, и она делает очень доброе дело. Вот на этом все и должно останавливаться и заканчиваться. Потому что на самом деле я ведь сегодня тоже, почему она должна... Это ее проект, я пришел, потому что хотел ее поддержать. И в целом мне, как главе республики, этот проект очень интересный, он очень полезный. Я очень доволен. Женщина, мне кажется, сегодня хорошо. Нам же, мужчинам, лишь бы женщина была довольна, тогда все хорошо. А вы, Карину Владимировну, как организатора такого мероприятия, будете хвалить или ругать сегодня? Конечно, я ее хвалю, потому что она очень старается, она практически полночи не спала, и я вижу, она ответственный человек. Может, некрасиво мне там в главе республики хвалить свою жену, но просто я ее знаю, она ответственный человек и очень серьезно к этому относится. А не шумите, что она много времени проводит вне дома, не с малышами? Я стараюсь не шуметь, потому что тогда она в ответ мне может сказать где-то, где я. Поэтому у нас баланс в этом. Спасибо. Спасибо.